Глава Коми выступил с обращением к жителям республики. Бурет Донайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня я расскажу о двух проектах, которые, на мой взгляд, очень интересные и точно совершенно должны вызвать у вас интерес. Первый – это предоставление услуг в цифровом формате. Это федеральный проект. И это услуги социально значимые, которыми все вы, уважаемые жители республики, пользуетесь. Но на сегодняшний день мы только предоставляем набор, полный набор этих услуг. Но до 1 декабря мы в соответствии с федеральным проектом должны уже максимальное количество услуг, а их на самом деле всего 87, предоставить для того, чтобы вы могли все это делать именно через портал госуслуг, не отвлекая на это большое количество времени, бумаги, справок и так далее. Вот на сегодняшний день у нас из 87 Минцифра Республики Коми активировала 72 услуги, но они самые востребованные. И какие же эти услуги? Ну вот я их перечислю так достаточно бегло, потому что 72 услуги, конечно, я перечислять не буду, тем более, что они у нас есть на портале, вы их сможете все посмотреть на портале rcomi.ru, а вот основные значимые, тем более, что когда я встречаюсь с вами, уважаемые жители, выезжая на территории, то эта тема очень часто звучит. Ну, потому что она действительно улучшает качество и быстроту жизни, а это сегодня очень важно. Так вот, получение социальных гарантий и выплат. Далее, услуги для родителей с детьми. Далее, решение вопросов в сфере индивидуального жилищного строительства. А здесь очень много на это раньше уходило времени, повторяю, там, подготовка справок, сбор этих справок и так далее. Сегодня это делается все, ну, по сути, в один клик вот через портал госуслуг. Далее, сфера недвижимости, сфера предпринимательства, сфера лицензирования. Очень большой блок, и он очень важный. Я тоже по этому поводу получал очень много от вас задач, чтобы этот портал, а именно в сфере лесопользования, чтобы этот перечень услуг появился именно на портале госуслуг. Так вот, лесопользование сейчас вошло в этот перечень. Земельные вопросы то же самое, очень большой всегда вызывает недовольство, потому что тоже надо, как говорится, набегаешься, пока тот или иной участок зарегистрируешь. Ну и в вопросах соцподдержки, например, выплаты региональной социальной доплаты к пенсии, пособия на погребение, ну и так далее. Множество услуг, которые все равно в жизни мы так или иначе с этим связаны, должны делать. Вот по оценке нашего профильного министерства, Министерства цифры Республики Коми, уже вы оценили удобство предоставления услуг в цифровом формате. Особенно отмечают компенсация родительской платы за детский сад, назначение компенсации за жилищно-коммунальные услуги. Ну, а также, допустим, выплаты при рождении ребенка, получение градостроительного плана, ну и так далее, и так далее. Вот с момента запуска проекта отработано на данный момент более 7 тысяч заявлений. Ну, на самом деле это не так и много, но на самом деле при этом это все-таки уже совершенно другое качество получения услуги. Но мы совершенно точно не останавливаемся, и по мере продвижения в декабре мы должны выйти на проектируемые по федеральной программе 87 услуг. Я уже сказал, что по всему перечню услуг вы можете посмотреть и обратиться через портал. Ну вот на самом деле это такая достаточно, на мой взгляд, интересная и важная новость. То, чего у нас еще, там, условно говоря, 2 месяца назад в республике не было. Вторая новость, тоже очень, на мой взгляд, интересная. У нас с 24 ноября по 3 декабря состоится 7-й
по счету открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» или WorldSkills Russia. И он будет проходить на площадке 13 образовательных учреждений. Это Сыктывкар, Воркута, Усинск, Микунь Усть-Фымского района, Выльгород Сыктывдинского района. Проводим мы его, наше правительство региона, совместно с региональным координационным центром «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия. И генеральным спонсором стал наш Монди СЛПК, за что наша особая благодарность компании. На этот раз число конкурсантов рекордное – 305. Ну, могу сказать, что в 2015 году, когда этот конкурс начинался, только было всего 7 участников. Вот так мы выросли. Что для нас очень важно, что будет проведено эти соревнования по 46 компетенциям. Ну и надо отметить, что тоже очень важно, в этот раз участвуют еще и школьники от 14 до 16 лет, а это крайне важно. Почему? Ну, потому что вот я уже не первый раз говорю о том, что нам очень важно профориентацию. А где еще, как не на таком вот знаковом конкурсе, подтвердить свои знания, умения и еще и получить награду. А награду действительно не просто получить, потому что судят очень серьезные арбитры, 325 экспертов судят вот это соревнование, этот конкурс. И очень важно, что, конечно, я уже сказал, что и правительство, и я как глава поддерживаем этот конкурс, но еще я очень активно его поддерживаю, еще и как член бюро Союза машиностроителей России, потому что это, опять же, связь с молодыми рабочими, связь с будущими рабочими тех профессий, которые нам в республике очень важны. И вот на таких конкурсах там ведь не только эксперты, да, которые и болельщики, там ведь еще и работодатели, которые приходят и смотрят. И как только появляется звездочка, как только появляется победитель в той или иной рабочей профессии, они, конечно, не пропускают такого победителя мимо себя, потому что это совершенно там лучшие по профессии, и, конечно, они очень важны и востребованы. Поэтому для нас это очень важно, и как для региона, и, повторяю, для правительства, и для меня, как для руководителя республики, потому что мы тем самым готовим смену, и смену хорошо обученную и очень квалифицированную. А это наше будущее. Поэтому участвуйте, побеждайте, а мы будем очень болеть за то, чтобы наши студенты, наши молодые рабочие, наши школьники одержали победу в этом соревновании. И в завершении об эпидобстановке мы опять на один случай заболевания снизились. Вот мы так практически стоим на одном месте. Вчера было 351 случай заболевания коронавирусом, сегодня 350. Сразу скажу, что среди этих 350 у нас 26 человек привитых, и они амбулаторно лечатся, и 5 человек, то есть всего 31 человек привитой, и 5 человек это стационарно лечится, но при этом повторяю, что все-таки это чуть меньше 10%, и все-таки 90% из них лечатся амбулаторно. Вот снова возвращаюсь к прививкам, потому что у нас сегодня, к сожалению, просто очень большое количество умерших за сутки. Это 25 человек от ковида умершие, и среди них только 1 человек был привитой. И то это мужчина, ну, очень достойного возраста, за 80 лет, и опять же с очень большим набором хронических заболеваний. И, к сожалению, он должен был ревакцинироваться в октябре месяце, но вот, к сожалению, до ревакцинации не дошел, заболел и умер. Поэтому, конечно, если говорим вот по статистике, я уже статистику привожу достаточно большое количество времени,
И если вы ее проанализируете, то вы увидите, что и среди заболевших невысокий процент, а там максимум до 10% привитых, да, но они из этих 10% 90 с лишним процентов амбулаторно лечатся, да, то есть переносят легко. Но и среди умерших, к сожалению, это промилле, то есть это всегда меньше там процента, а то и меньше, а то и вообще у нас несколько дней, вы помните, я вам говорил, что среди умерших не было ни одного привитого. Это еще один повод присоединиться к тем, кто сегодня у нас уже полностью закончил вакцинацию, а это 313 740 человек. Спасибо вам за это огромное, потому что вы, как я все время говорю, тем самым сберегаете свое здоровье и сберегаете здоровье окружающих. У нас дополнительно пришла вакцина, это в основном «Спутник Лайт», более 23 тысяч доз. Еще раз напомню, что, как правило, «Спутник Лайт» – это ревакцинация. Это те люди, которые уже прошли первый курс вакцинации, и у них подошло время ревакцинации. Вот мы попросили в федеральном центре, все-таки, чтобы у нас объем именно «Спутника Лайта» был достаточный. Поэтому сегодня у нас этого вида вакцины более чем достаточно. Общее количество более 139 тысяч доз. Поэтому, пожалуйста, приходите на вакцинацию и будьте здоровы. На этом у меня сегодня вся информация. Всем самого доброго. До следующей встречи.